Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – наречие. Сегодня на уроке вы ознакомитесь с новой частью речи – наречием, его основными признаками. Научитесь различать наречия от других частей речи и научитесь находить наречия в тексте. Как вы уже знаете, в русском языке 6 самостоятельных частей речи. С 5 из них вы уже знакомы, а сегодня мы приступим к изучению новой части речи, к наречию. Итак, ребята, наречие – это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия или же признак другого признака и отвечает на вопросы где, когда, куда, зачем, откуда и как. Например, Бермет уважительно относится к старшим. Бермет как относится к старшим? Уважительно. То есть здесь наречие уважительно. Каникулы заканчиваются завтра. Когда заканчиваются каникулы? Завтра. Впереди шли лидеры. Где шли лидеры? Впереди. Разряды наречий. Наречия бывают качественные, причины, место, цели, временные и меры степени. На какие разряды делятся наречия и на какие вопросы они отвечают? Наречия образа действия, то есть качественные наречия, отвечают на вопросы как, каким образом. Наречия же меры и степени отвечают на вопросы сколько, насколько, в какой мере или в какой степени. Наречия места отвечают на вопросы где, куда, откуда. Наречия времени отвечают на вопрос когда, с каких пор, до каких пор и так далее. Наречия причины на вопросы почему, от чего, по какой причине. Наречия цели отвечают на вопросы зачем, с какой целью. А теперь немножко поиграем. Игра называется «Подбери наречие». Например, бежать. Как можно бежать? Быстро, медленно, плохо, сзади, спереди и так далее. Ваша задача – подобрать по 3, не менее 3 наречий на каждый глагол. Сидеть, прыгать, читать, писать, слушать. Запишите эти глаголы в свою тетрадь и рядом напишите наречие. Переходим к следующему заданию, ребята. Найди наречие. Перед вами слова из разных частей речи. Ваша задача – найти
наречие. Итак, первое. Просто, простой, простенький. Второе. Передний, передовой, опередить, спереди. Третье. Больной, больно, болеть, болезнь. Четвертое. Жарить, жарко, жаркое. Для того, чтобы найти наречие, вам нужно будет задать вопрос на каждое слово. Вспомните, на какие вопросы отвечает наречие. И я уверена, что вам несложно будет определить наречие, найти его среди этих слов. Ну как, справились, ребята? Тогда проверим. В первом это просто, как, просто, наречие образа действия. Во втором спереди, где, спереди. Значит, это наречие места. В третьем больно, тоже отвечает на вопрос как. И в четвертом жарко, отвечает на вопрос как. Уверена, что у вас тоже были такие же ответы. Следующее задание, ребята, у нас тест. Тест состоит из 4 вопросов. В каждом вопросе по 3 варианта ответа. Ваша задача найти правильный вариант ответа. Итак, время пошло. Даю ровно минуту на выполнение этого теста. Давайте проверим ответы, ребята. Итак, первое это В, второе А, третье Б и четвертое Б. Надеюсь, ваши ответы совпали с моими. А теперь домашнее задание, ребята. Вам нужно будет записать в тетрадь эти предложения, найти наречие. А на следующем уроке мы с вами поговорим о роли в предложении наречий. То есть какую роль какого члена предложения выполняют наречия. До свидания, ребята. До следующего урока.